Разве это приемлемо для якобы демократической страны? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие ужасы творятся в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всех самых интересных событий. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане заявила, что адвокат задержанного Амридина Алаватшоева не знает о местонахождении своего подзащитного. Власти опровергают эту информацию и утверждают, что Алаватшоев содержится в СИЗО номер 1 города Душанбе. Один из лидеров бадахшанской общины Амридин Алаватшоев в начале февраля был задержан в Москве и вывезен в Таджикистан, где власти утверждают, что он находился в розыске. Сейчас ему предъявлены обвинения в организации протестов в Хароге, а также в захвате заложника, незаконном лишении свободы и других действиях преступного характера. Адвокат, нанятый коалицией 8 февраля 2022 года с целью определить местонахождение своего подзащитного Амридина Алаватшоева, направил запросы в СИЗО ГКНБ Республики Таджикистан, СИЗО и ИВС МВД Республики Таджикистан. Ни одно из указанных учреждений не подтвердило, что Алаватшоев находится у них, говорится в опубликованном 17 февраля сообщении на сайте коалиции. Сообщается также, что 14 февраля направлены заявления в исполнительный аппарат президента Республики Таджикистан, Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан, Уполномоченному по правам человека Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан о недопуске адвоката к подзащитному. Однако Нусратулла Махмадзода, пресс-секретарь МВД Таджикистана, в беседе 18 февраля опроверг заявление коалиции против пыток. Алаватшоев находится в СИЗО, где его посещают родственники. Сам адвокат недавно выступил и опроверг сообщение о пытках своего подзащитного, отметил официальный представитель правоохранительного ведомства. Но никто об этом не знает. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, для чего все это делается? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Коалиции против пыток утверждают, что адвокат не владеет информацией о местонахождении Алаватшоева, предъявленных ему обвинений и органе, ведущем предварительное расследование. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Шади Хафизода 2 февраля сообщил, что Алаватшоеву предъявлены обвинения в захвате заложника, незаконном лишении свободы и других действиях преступного характера. К Алаватшоеву применена мера пресечения в виде предварительного ареста. Он заключен под стражу и ведется следствие, добавил он. На днях ТВ Бадахшан показала видеообращение задержанного Амридина Алаватшоева. На видео, опубликованном 12 февраля, Алаватшоев, который, по-видимому, говорит под контролем со стороны сотрудников силовых структур, заявляет, что его не пытали и он вернулся на родину добровольно. Его сторонники говорят, что эта запись сделана под давлением властей, и поэтому принимать его слова как раскаяние нельзя. В видео Алаватшоев говорит: «Я очень сожалею о содеянном, я 1000 раз раскаялся и больше не буду совершать преступления». Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане и правозащитная организация «Международное партнерство за права человека» 7 февраля заявили, что Амридин Алаватшоев находится под угрозой применения пыток и жестокого обращения. Как рассказывают близкие Алаватшоева, неизвестные люди преследовали его после участия в переговорах между таджикистанскими дипломатами в России и протестующими, собравшимися у посольства в Москве в ноябре 2021 года из-за гибели Гулбидина Зиёбекова. А как вы думаете, почему это все происходит? Ведь недавно мы рассказывали о матери блогера, который высказывается против власти, что она пропала и никто не знает, где она находится. Также МВД заявляет, что она находится в СИЗО, но родственники даже не предполагают, в каком она состоянии и где она. Почему все это творится у нас в стране и никто на это не реагирует? Свое мнение напишите нам, пожалуйста. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.